Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Это событие изменит вашу жизнь. Давайте посмотрим, что это будет, каким образом, какое такое событие так кардинально повлияет на вашу жизнь, что жизнь ваша изменится. Загадайте, пожалуйста, на себя. И обязательно загадайте свои временные рамки. И пусть нужная информация вас обязательно найдет. От себя же я спешу всех вас, мои дорогие и любимые, сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками и донатами. Земной вам поклон. И пусть к вам вернется в миллион раз больше. Итак, загадайте, пожалуйста, на себя. Срок загадайте. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Ну вот первое событие, которое прям бросается в глаза, это предложение. Предложение, связанное с любовью. Я так понимаю, что тот, кто вас любит, что-то будет вам такое предлагать, что навсегда изменит вашу жизнь. Ну, допустим, вы в паре, в браке, да, у вас есть любимый человек, и вот он вам сделает предложение, допустим, куда-то съехать, переехать, может быть, эмигрировать, может просто, да, переехать там из квартиры многоэтажного дома в, например, частный коттедж, да, в загородный дом, либо таунхаус. И вы согласитесь. И это предложение изменит вашу жизнь. На новом месте у вас и отношения улучшатся, и вообще все по-другому будет. У кого-то отыграется ситуация, что человек, влюбленный в вас, делает вам предложение там, для начала сходить на свидание, да, пообщаться, познакомиться, повстречаться. Вы соглашаетесь, и в будущем с этим человеком вы там сыграете свадьбу, и у вас сложится идеальная счастливая семья. То есть человек в сегодняшнем дне уже вас любит и будет вам предлагать. Также могут отыграться ситуации любви платонической. Да? Вот кто-то, кто очень хорошо к вам относится, видит в вас, там, не знаю, дочь, сына, там, брата, сестру, внука, внучку, да, вот будет вам предлагать какие-то, может быть, серьезные вещи, которые в будущем, например, позволят вам там, улучшить свои жилищные условия, либо обрести, может быть, какую-то хорошую там, профессию, работу. В общем, это предложение от любящего человека. И это предложение вы получите в тот срок, который вы загадали. Здесь общая рекомендация, конечно же, соглашаться и не раздумывать. И это предложение меняет вашу жизнь к лучшему. Вот и уровень жизни, и качество жизни, и уровень отношений, все это будет меняться к лучшему. И вы после этого предложения, буквально расцветете, да, вот очень хорошая энергетика идет. И возрадуетесь, и расцветете, и даже как-то вот вырастете. Когда человек растет, значит, у него в жизни все меняется к лучшему. Дальше, мои хорошие, следующий момент касается каких-то ваших недоброжелателей. Буквально, вот какие-то ваши слова, которые вы скажете, там, защищая себя, либо пытаясь людей призвать к порядку, сбудутся. Причем сбудутся очень быстро. Допустим, вы говорите, что вот оставьте меня в покое, иначе пожалеете. И люди такие: так, типа, что ты нам сделаешь? Прилетит, очень сильно прилетит, прям по голове ударит. И ваши враги понимают, да, ваши недоброжелатели понимают, что вы непростая женщина, либо непростой мужчина, и что вас ни в коем случае нельзя обижать. Да, вы и сами это поймете. Да? Потом вы можете каких-то не очень адекватных людей о чем-то предупредить, сказать, что вот так делать нельзя, иначе будет плохо. Люди вам не поверят, и буквально там в считанные дни, часы, да, произойдет ровно то, что вы сказали. Тут, с одной стороны, то, что вы умеете предсказывать, тут у кого-то дар ясновидения, а у кого-то очень крутые способности аналитика. Да? Вы можете анализировать ситуацию и делать очень четкие выводы. И на основе этих выводов вы как бы прогнозируете будущее.
То есть вы убедитесь, что да, вы можете, что да, вы обладаете незаурядными способностями, и люди, которые как-то агрессивно либо категорично настроены против вас, просто вот ахнут, да, ахнут, упадут к вашим ногам и будут смотреть на вас как на чудо, как на духовного проводника, как на мистика, как на ведьму либо колдуна. Извините, но у кого-то и так отыграется. Опять же, это все зависит от уровня образования тех людей, с которыми вы будете общаться. Но опять же, смотрите, две крайности. С одной стороны, вы в глазах этих людей мощь обретаете, а с другой стороны, вы в своих глазах тоже обретаете уверенность в себе. Возможно, вы скрываете то, что у вас есть дар, потому что не практиковали, не пробовали, может, сами для себя там по чуть-чуть, да, и то на больших сомнениях. Может быть, вы действительно очень крутой аналитик, но даже сами об этом не догадываетесь. И тут такая ситуация, которая полностью все поставит на свои места и полностью раскроет и вашу личность, и раскроет те дары и способности, которыми вы обладаете. То есть вы в себя поверите. И в вас поверят, и вы в себя поверите. Вы, значит, этим людям тут и нос утрете, и заставите себя не только бояться, но и уважать. Ну и, конечно же, по-другому будете себя ощущать. Я думаю, что вы начнете пользоваться, да, полноценно пользоваться тем, чем обладаете. Даром ясновидения, предсказания, либо вы крутой аналитик, да, который умеет анализировать вводные данные и на основе этих данных безошибочно делать стопроцентные прогнозы. Здесь прям шикарно показали люди у ваших ног. И вы такая, знаете, плечи расправила, либо плечи расправилась, и мужчина смотрит. В себя верите. Так, кто мечтает открыть свой бизнес? У вас рядом есть человек, либо появится человек, который будет готов то ли спонсором вашим быть, то ли партнером, то ли спонсором и партнером, как-то вложиться монетой, либо вложиться, например, своими талантами. То есть, возможно, в одиночку это очень сложно, да, там капиталовложения, там нужно не только бизнес вести, да, но и нужно же как-то и с клиентами общаться, и со всякими там бюрократическими организациями. Опять же, без начального капитала очень сложно что-то сделать, да. И, возможно, ваш бизнес, он связан с производством, либо с какими-то услугами. Это все там оборудование, техника, все стоит копеечку. Вот я вижу рядом с вами человека, который на полном серьезе, веря в вас, веря в ваш талант, веря в вашу перспективную идею, предлагает вам сотрудничество, либо спонсорство, либо то и другое. Этот день вам запомнится навсегда, потому что в этот день вы не только обретете возможность открыть свой бизнес и найти достойного партнера, вы себе в этот день найдете настоящего как брата, либо сестру. Опять же, кто будет предлагать? Возможно, мужчина будет предлагать, возможно, женщина. Вы так сроднитесь с этим человеком, вот как родные станете люди. Мало того, что вы друг другу по энергетике очень подходите, потому что один из вас очень талантливый, а другой очень такой, знаете, как бы сказать так, чтобы никто не обиделся, человек, который вот у него все в руках горит, да, со всеми может договориться, может там все посчитать, просчитать, там сэкономить, выудить, да. Вот как два разных человека, две силы, они сойдутся, обретут друг друга, и будет очень успешный бизнес, и будет отличное общение, родными людьми прям становитесь. Бизнесу быть и вам быть успешным бизнесменом, либо бизнесвумен. Вот именно так показали. Еще и брат и сестру обретете, помимо всего прочего. Надежного человечка рядом с собой. Очень хороший знак. Так, кто-то из вас домой возьмет животное. Может быть, это животное найденыш, да? Вот будете где-то проходить, вы увидите там котенка маленького, либо щенка. Может быть, это животное, оно было чье-то, но вот там сейчас само по себе живет, да, на выгуле. Может быть, вам кто-то подарит животное. Может быть, вы давно мечтали купить себе животное, и вы вот прям осуществите свою мечту. Животное к вам идет очень необычное. Опять же, называю животное, потому что понимаю, что у кого-то будет кошка, у кого-то собака, у кого-то, возможно, какая-то экзотика, да. Но суть заключается в том, что этот новый друг, да, новый член семьи станет для вас прям роднее некуда. Будет у вас такое ощущение, что ваше животное понимает все, что вы говорите, и даже то, что вы думаете. Таких
о таких случаях, возможно, вы даже и не слышали, да. То есть, ну вот как человек, да, человек и все, хоть стреляй, да, это человек. И я вижу, что это животное мало того, что станет членом вашей семьи, но еще и станет вашей какой-то отрадой, радостью в жизни и верным защитником. Защитником от потусторонней силы, от каких-то негативных людей. То есть, скорее всего, ваше животное будет чувствовать негатив и вас будет об этом предупреждать. То есть, допустим, к вам приходят гости, там 5 человек. Из этих 5 один вам очень страшно завидует, либо что-то плохое о вас говорит. И вот ваше животное будет агрессивно относиться к этому человеку. Ко всем остальным нормально, к этому агрессивно. Дальше. Если какой-то негатив идет в вашу сторону, либо какие-то порталы открываются там, где вы находитесь, животное тоже будет вас предупреждать. Просто вот мистика идет, мистическая связь у вас с этим животным, вплоть до того, что если вам плохо, то ваше животное тоже себя будет плохо чувствовать. И буквально вот вытаскивать негатив из вас, либо вытаскивать болезнь из вас, да, брать на себя. Ну, вы потом сами это все на практике увидите, как это работает. Прям роднулечка. И еще хочу сказать, что это животное, благодаря той любви, которая между вами сформируется, проживет гораздо дольше, чем, допустим, представители того же вида. Ну, сколько вот там, например, кошечки живут в среднем, да, где-то вот, ну, опять же, от породы зависит, там, уличные коты, они меньше живут, короче, домашние определенных пород прям могут долго жить. Вот ваше животное проживет гораздо дольше, чем вот долгожители в этой породе. То же самое с собаками, то же самое с другими животными. В общем, чудесный, но не могу даже назвать друг. Это не друг, это роднулечка мне идет, да, вот прям родное, мое, свое. У вас такая связь, вот именно с вами будет связь у этого животного. С другими членами семьи, ну, то есть хорошие отношения, да, тоже будет любить, там, все дела. Но вот с вами прям родная связь мне идет. И вы заметите, что ваше животное перетаскивает на себя все ваши негативные моменты. Будь то болезнь, будь то негативное воздействие, будь то какой-то стресс, расстройство, да, все будет перетаскивать на себя, и тем самым вам будет помогать предчувствовать, вам помогать изгонять негативных людей, либо негатив из дома. В общем, удивительные взаимоотношения, и здесь вот прям понимает вас, мысли ваши читает. У вас такое будет ощущение. Просто невероятно. Дальше. Для женщины идет какая-то поездка, которая навсегда меняет вашу жизнь. Поездка, может быть, поездка дальняя, вот прям в другой город едете, либо в другую страну. А может быть, поездка как выезд из дома, да, вы едете к кому-то на мероприятие, допустим, либо это корпоратив, либо это на даче, там люди собрались, что-то отмечают, либо просто пикник. Вы после этой поездки круто измените свою жизнь. В этой поездке вам суждено с кем-то познакомиться, кто вас буквально под крылышко возьмет. Допустим, это может быть какой-то человек, который поможет вам с карьерой. Это может быть будущий супруг, да, ну, крутой любовник, супруг, который избавит вас от одиночества и подарит вам прекрасную, беззаботную, счастливую жизнь. Да? Не только любовник, не только муж, но и настоящий партнер и друг. Вот так мне идет. Вы у меня, девушки, все разные, женщины все разные, поэтому поездка может быть как и дальней, так и ближней. Это может касаться работы, там, реализации, решения каких-то ваших сегодняшних проблем. И также это может касаться личной жизни. Ну вот, едете туда буквально босая, а вернетесь вы в туфлях на каблуках, понимаете? Это прям очень круто. Ну, сравните, да, босой человек, либо в шикарных туфельках. Ну, замечательно. Мне очень нравится этот знак. Он, тем более, смотрите, вот он туфель, да, и он смотрит в правую сторону, в сторону вашего благополучия. Так что, девочки, не отказываемся от поездок. Девушки, мои женщины дорогие, если есть причина, повод, вас зовут, либо, в принципе, да, можно съездить, обязательно поезжайте. Какая-то прям очень судьбоносная поездка. Дальше. Событие, которое связано с вашими родственниками. Событие очень положительное. Событие, которое для вас отыграется тем, что вы как успокоитесь, да?
Может быть, у вас много переживаний по поводу ваших родственников, либо по поводу кого-то одного, да, один родственник. И вы себе места не находите, может, вину чувствуете, может быть, человек там в тяжелом состоянии, болеет, не дай бог, либо где-то находится прям очень далеко и связи нет. Вот какое-то очень хорошее событие происходит с вашими родственниками, либо с этим родственником. Я, к сожалению, не могу сказать, что, потому что, видно, разные будут события. И вы сможете успокоиться, и вы сможете спокойно жить, зная, что у родных, близких, любимых людей все хорошо. Вот так мне именно идет. Все хорошо. Дальше. События связаны с обретением какого-то заветного документа. Это, кстати, не первый раз, когда я это вижу. Документ, который сейчас это как мечта, это как очень далекая звезда, до которой лететь, я не знаю, там несколько сотен лет, да. То есть вы сейчас даже и не смотрите на эту звезду, вы такая, что смотреть, все равно ничего не будет, да. При жизни, либо за жизнь мне не дадут. Вот нет у меня ни повода, ни причины, нет ни единой возможности обрести этот документ. Это может быть что угодно, какой-то сертификат, какое-то разрешение, вид на жительство, гражданство, диплом какой-то может быть, да, что угодно может быть. Но я вижу события, связанные с законами, политика, законы, какие-то вот такие, знаете, кулуарные вещи. И именно там вот кто-то на кого-то надавит, либо кто-то кого-то продавит, и это ваш шанс, это ваша возможность обрести этот желанный документ, желанную бумажку. И знаете, тут вплоть до того, что сейчас вы говорите, нет, я никогда не получу диплом, я никогда не получу там, не знаю, гражданство, да, а там будет ситуация, что вам буквально будут предлагать, у вас будут спрашивать, хочешь? Вы такая, да. И такие, набери. Да, очень просто можно будет получить. И это событие, оно у вас с левой стороны, то есть в зоне невозможного. Для вас в сегодняшнем дне вы такая, нет, невозможно. Мне никогда не дадут, я никогда не получу. Но именно так и будет. Вплоть до того, что вас будут спрашивать. Вам буквально на руке предлагают, говорят, хочешь? Бери. И вы такая, окей, да, беру. Либо такая, я подумаю, не знаю, да. Шучу, конечно. Я думаю, что вы прям очень обрадуетесь, и это прям очень счастливый день в вашей жизни. То, что кажется абсолютно невозможным, именно это произойдет. Но там как-то с политикой, с законами связано. Не могу конкретнее вам сказать, но вот именно в таком ключе. Дальше. События связаны с большой тайной. Это информация, тайна, да. От вас эту тайну скрывали прям специально и усердно, да, усиленно скрывали от вас эту тайну. Там люди то ли поклялись, то ли что-то они там виновны. 2 человека от вас скрывали. 1 человек до конца будет скрывать, а вот 2, я так понимаю, вам признается. Признается и все вам расскажет как на духу, как оно есть. Получение этой информации очень многое для вас объяснит. И там, где вы считали, что вот я невезучая, то я не могу, это я не умею, либо я там суперболезненная, либо у меня еще что-то там, как на роду несчастья написано, вот вы сразу получите ответы, что нет, с вами все хорошо, там нечто другое. Я не могу сказать, опять же, что, потому что вы все разные, но этот ящик с секретом, этот ларец с секретом, он точно для вас откроется. Его вам откроет женщина, вот она вам все расскажет. 2 человек до конца будет скрывать эту тайну, а вот женщина вам все расскажет. Почему от вас спрятали? Не знаю. Возможно, это преступно, то, что является тайной. Возможно, у вас судьбу украли. Возможно, да что угодно. Возможно, не знаю, мне идет, что закрытая информация. Я даже не буду пытаться предполагать. Но то, что вы должны узнать, вы точно узнаете. Информация раскроется. Именно женщина вам раскроет. Так, еще... На сухой ветке, либо на сухом дереве зацветут цветы. Сухое дерево, но это как отношения, которые закончились, либо это потерянное здоровье. Очень часто дерево вам показывает не только род и семью, очень часто показывает здоровье. Кстати, тут еще может быть такая связка.
нет продолжения рода, да, то есть у вас нет детей, либо нет наследника, да, может быть такая вот ситуация. На сухом дереве либо ветке зацветут цветы, восстановление отношений, которые были разорваны, появление ребенка, наследника, либо просто ребенка, и также восстановление здоровья, да, вот исцеление от каких-то ужасных там болезней, ну, либо каких-то ужасных состояний. С правой стороны вам во благо это все идет, во благо. И опять же, с правой стороны это неизбежно, это судьба, вы это заслужили, и вы это получите. Вот чего бы это ни касалось. Кто-то отношения восстановит, да, которые там несколько лет рухнули, либо несколько десятков лет назад рухнули, либо рухнули так, что вы там друг друга просто ненавидите. Вот, восстановятся отношения. Ну, цветы — это и про любовь, и про нежность, и про будущее. Ну, у кого-то, возможно, уже как руки опустились, потому что здоровье там теряется, да, какие-то болезни нехорошие, ну, либо вы отчаиваетесь уже, что будет у вас ребенок, либо уже отчаялись, да, и думаете, ну все, ребенка точно не будет. Будет, будет. Кто зашел на эту отсыпку, у вас точно будет. Так, дальше. Вы себе что-то сможете вернуть. Вернуть, причем там как суд какой-то, суды, может быть, даже не один суд, как несколько судов. Возможно, даже не вы будете судиться, возможно, от вашего имени кто-то будет судиться. Может быть, даже вы в какой-то группе людей, у которых что-то украли, забрали, отняли, обидели этих людей, да, и там будет как коллективный какой-то иск. А мне идет, что через суд либо суды вы вернете себе то, что вы потеряли, либо у вас забрали. Из-за кого-то вы могли потерять. Ну, в принципе, что угодно может отыграться. Может, дом вы потеряли, пожар был, да? Из-за халатности там властей, либо из-за халатности соседей, которые там не соблюдали нормы пожарной безопасности. То есть вы вернете не сам дом, а вернете, например, средства, да, еще и с компенсацией. А у кого-то ситуация, что вам там чего-то не додали, либо вас очень сильно обидели, да, тогда вы получите компенсацию, восстановите свою честь и достоинство. Опять же, вы разные, ситуации разные, но то, что у вас забрали, либо то, что вы потеряли, вы себе назад вернете. Еще и вернете вот как с доплатой, с компенсацией, с улучшением, да, вот как-то так идет. Я не могу сказать про худшее и лучшее, но вижу, что вы будете в выигрыше. Опять же, ситуация слева показана, да, когда вы такая, да все, никто ничего мне не вернет, да, все потеряно навсегда. Нет, вы не правы, не навсегда, и вернется даже больше, чем было потеряно. По крайней мере, вы будете очень довольны. Поверите в суды, в справедливость, да, поверите в то, что все возможно, что нельзя быть таким категоричным человеком, да. Вот в это поверите. Я не вижу, чтобы вы конкретно судились. Либо от вашего имени, вот как представитель, либо это как люди, группа людей в одной и той же ситуации. И вот за права этих людей кто-то будет судиться. Может, какие-то организации будут судиться. По времени это, конечно, не быстрое событие, но тем не менее, такое событие стоит подождать, потому что получаете больше, чем потеряли. Еще, мои хорошие, тут благодаря мужчине, либо как-то мужчина, благодаря которому, либо из-за которого у женщины наступает финансовое благополучие. Но не он вам деньги дает, а вот как-то благодаря ему вы получаете очень большую сумму денег. Деньги вам эти... Вам, во-первых, их надолго хватит, во-вторых, вы можете на них исполнить свою мечту. Я не могу сказать, что может быть, он вам, не знаю, какие-то деньги отпишет, либо он вам передаст что-то. Может, страховка какая-то, может быть, мужчина там, не знаю, разбогатеет в один момент, компенсацию какую-то могут, почему-то мне так идет. Ну, благодаря мужчине. Вот идет благодаря мужчине. И женщины, вы все разные, но вы деньги большие получите. Денег достаточно для того, чтобы
исполнить мечту. Может, автомобиль хотите купить, да? И этих денег будет вполне достаточно, чтобы купить, еще остались. Может, хотите жилищные условия улучшить, да? Деньги придут, и вы такая: о, классно, хватает, да? Хороший такой момент, только не могу понять, что это конкретно. Но здесь как благодаря мужчине, либо из-за мужчины. Вот как-то так идет. Может, он у вас в лотерею выиграет, да? И вам часть денег отдаст в личное пользование. Вы такая: о, здорово. Так, тройка. У вас две тройки. Одна тройка справа, другая слева. Тройка — это про сотрудничество, это про дружбу, это про очень теплые взаимоотношения. Еще тройка иногда может показывать обучение. Ну, будете много учиться, благодаря этим событиям, что вы учитесь, развиваетесь, очень многого добьетесь. Либо повысите свой статус, либо у вас действительно жизнь настолько изменится, что вот, как говорится, знание проложило мне дорогу. Но у кого-то отыграется, что вы помимо существующих друзей, которые докажут свою дружбу, преданность, любовь, еще друзей найдете. И еще будут друзья, которые вот такие верные, преданные, с которыми и как в разведку, и отдыхать хорошо, надежные, да? Как дополнительных друзей найдете, не дополнительных, еще друзей найдете, настоящих друзей, вот так правильно сказать. У кого-то знания, а у кого-то друзья. И еще, мои хорошие, у вас в венце огромная единица, а над ней семерка. Единица и семерка. Единица — быть номером один, самым главным человечком, лидером. А семерка — это успех, это достижение. Это событие, оно вам по судьбе. И у всех оно проиграется по-разному. Кто-то в бизнесе станет самым успешным, да, станет номером один в той отрасли, сфере, которой занимается. Кто-то, например, на работе у себя, да, вот прям станет, дослужится до должности там, генеральный директор, допустим. У кого-то отыграется, что вы станете там, не знаю, известным, популярным человеком, станете номер один, абсолютно успешным, абсолютно узнаваемым, и нет вам равных. У каждого это будет по-своему. Но венец — это прям самое главное событие. У вас там единичка и семерка. Кто зашел на эту отсыпку, здесь вся информация про вас. И если это выходит, значит, с вами это произойдет. Мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.